Здравствуйте, уважаемые телезрители, и добро пожаловать в Милан на стадион Джузеппе Меацца, где в матче очередного 11-го тура между собой играют два лидера серии А. Точнее, команды, которые входят в группу лидеров, отстают всего лишь на одно очко от лидера единоличного, от Милана. Итак, на стадион Джузеппе Меацца встречаются Интер и Удинезе. Вы видите перед собой капитанов команд. Это по традиции уже Хавьер Дзанетти, 4-й номер в составе черно-синих, а также Гаэтано Д'Агостини, 21-й номер Удинезе. Не так давно Хавьер Дзанетти провел за миланский клуб свой 600-й матч. В общем, достижение, которое вряд ли в ближайшем будущем кто бы то ни было сумеет повторить. Итак, пока у нас есть еще несколько минут до начала встречи, давайте знакомимся с составами команд. Начнем по традиции с гостей с Удинезе. Самир Ханданович в воротах номер 22, защитная линия Маурицио Домица 6, Андреа Кода 13, Александр Лукович 24 и Дамиано Ферранетти 32. В полузащите Гаэтано Д'Агостини номер 21, капитан команды, Маурицио Исла номер 15, Гюхан Инлер 88 и Антонио Флоро Флорес будет действовать под нападающими, 83 номер. Фабио Квальярелло 27 и Симоне Пепе 7 номер, главный тренер Паскуале Марина. По-прежнему отсутствует из-за травмы Антонио Ди Наталия. В общем, его мы не видели также и в матче Кубка УЕФА против московского «Спартака», что, однако, клубу из Италии не помешало одержать гостевую победу со счетом 2-1. Главный арбитр этой встречи на ваших экранах Эмидио Марганти, который представляет Асколи, 41 год этому арбитру. И в текущем чемпионате успел он уже обслужить 3 встречи, в том числе один из матчей, в котором играли нынешние хозяева. Итак, в первом туре судья обслуживал встречу Фиорентина Ювентус, в пятом туре Милан Интер. В той встрече миланцы выиграли, точнее Милан, команда Карло Анчелотти, выиграла со счетом 1-0, и Палермо Фиорентино в 8-м туре со счетом 1-3 закончилась та встреча. Интер с мячом Майкон играет в следующем составе. Жулио Сезар, номер 12, и 25 номер Вальтер Самуэль, 2 Иван Кордоба, 6 Максвелл и Майкон, 13 номер линии защиты. Эстебан Камбьяса, 19 номер, Хавьер Дзанетти, капитан команды 4, Патрик Вейра, 14 в полузащите, и в нападении, во всяком случае номинально, Жозе Муриньо отрядил сразу 3 человек. Это Рикардо Кварежма, номер 77, Златан Ибрагимович, 8 номер, и Марио Балотелли, 45. По-прежнему продолжается конфликт между главным тренером этой команды Жозе Муриньо, португальцем, и бразильцем Адриано, который вроде бы в этом сезоне достаточно неплохо начал сезон, но потом впал в немилость у наставника. И по-прежнему продолжают якобы конфликтовать обе стороны, хотя и Адриано, и Муриньо открещиваются от того, что имеет место между двумя, безусловно, яркими личностями какое-то недопонимание. Муриньо, который мало того, что не вызвал Интера на встречу с кипрским Анортасисом, заявляет, что, скорее всего, бразилец получит свой шанс в играх против Вердера и Панатинаикоса. А Адриано, в свою очередь, заявляет, что никакого недопонимания нет. Напротив, я остаюсь в команде и хочу играть только за Интер. Как будет в дальнейшем, узнаем уже в совсем скором будущем. А пока давайте посмотрим встречу, которая обещает стать одной из наиболее интересных и, пожалуй, центральной в этой встрече. Ибо встречаются команды, которые занимают на этот момент 2 и 3 места соответственно. Точнее, делят 2 и 3 строчку в чемпионате Италии. После 10 туров у Удинезе и Интера по 6 побед, 3 ничьи и 1 поражению, 21 очко и у той, и у другой команды. И практически идентичные показатели в плане разницы забитых и пропущенных мячей. Удинезе стоит чуть выше, ибо команда из Удина забила 19 мячей и пропустила в свои ворота 8, а Интер, имеющий также разницу плюс 9, 16 мячей забил в ворота соперников и 7, соответственно, пропустил. На 4-й строчке Наполи у неаполитанцев 20 очков, и Лацио с 19 очками замыкает пятерку сильнейших. А на 1-й строчке по-прежнему Милан, команда, которая туром ранее взяла единоличное лидерство и пока, видимо, не собирается его никому отдавать, однако же конкуренты, предполагаю, считают совсем иначе. Итак, встреча началась. Встреча, в которой команда, победившая, получит не только психологическое преимущество, но также оторвется от непосредственного конкурента в борьбе за самые высокие места сразу на 3 очка. То есть встреча, в которой, что называется, идет борьба сразу за 6 очков, как принято говорить в таких случаях.
Нельзя сказать, что команды начали матч без разведки. Напротив, мяч пока находится в центре поля. И вот гости идут вперед. Не слишком хорошо получился этот прорыв у нападающего Удинезе. И сразу что-то записывает Жозе Моуриньо. Нарушение правил. Марио Балотелли оказался на газоне в борьбе против 15-го номера Маурицио Исла. Последний нарушил правила, и уже Златан Ибрагимович с мячом на левом фланге. Ибрагимович пока является лидером Интера по числу забитых мячей в матчах нынешнего сезона. В 10 встречах, в которых он выходил на зеленый газон итальянских стадионов, отличился он 5 раз. На втором месте защитник Майкон, 2 мяча на его счету, и сразу большая группа футболистов является автором одного единственного гола в текущем сезоне. Это и Андриано, и Кордоба, и Крус, и Валентино Мансини, и Кварежма, и Станкович, Вейра, а также Ансафор. Немножко неожиданным, наверное, выглядит отсутствие в основном составе Мансини, великолепного футболиста, который перешел в Интер в межсезонье из Ромы. Но таково было решение Жозе Моуриньо. Также в запасе остались Марко Матерацци, Станкович, Крус, опять-таки, который немало забивает за миланскую команду в Лиге чемпионов и фактически который выручил в игре против кипрского чемпиона, отправив в ворота киприотов третий мяч в матче минувшего 4-го тура самого престижного клубного турнира Европы. Но такого решения Жозе Моуриньо: и Матерацци, и Станкович, и Крус, и Мансини на скамеечке, а в основе вышли те 11 футболистов, которые я вам уже перечислил. Помимо этих футболистов также на замену могут выйти Виктор Ансафор Абинья, ну и Эрнан Креспо, хотя появление последнего в составе Интера, скорее всего, практически невозможно. Довольно давно футболист не находит себе места в составе и заявляет о том, что он хотел бы уйти. Ну и, видимо, в ближайшем будущем все-таки покинет Интер. Главное найти взаимопонимание с руководством, а также чтобы открылось трансферное окно и какая-либо из команд выказала заинтересованность в этом, безусловно, талантливом и острым нападающем, который по-прежнему не проходит в состав и вряд ли в ближайшем будущем там появится. Что касается потерь, то по-прежнему за Интер не могут играть Киву и еще несколько футболистов. Но Интер такая команда, которая практически не замечает их потерь. В частности, отсутствие Ди Натали в составе Удинезе, я предполагаю, что ощущается удинцами намного острее. Хотя по матчу с тем же московским «Спартаком», о котором я упомянул в самом начале встречи, даже и не скажешь, что отсутствует один из лидеров в составе Удинезе. Не получилась передача в направлении Пеппе у Квалиареллы на этой неделе. И Интер, и Удинезе сыграли свои матчи в еврокубковых турнирах. Но если Интер во многом из-за неудачных действий в защите, практически натуральный пожар был в защите Интера, который вылился в результате, что киприоты сумели поразить ворота Жулио Сезара аж трижды. И лишь на исходе встречи, после того, как пошла уже заключительная 10-минутка, Крус все-таки сумел в третий раз поразить ворота Анортасиса. И все-таки добить Интеру, может быть, не столь желанное, но не очень почетное, но все-таки очко в 4-м туре Лиги чемпионов. По-прежнему Интер возглавляет таблицу в своем квартете, в котором помимо Анортасиса играют также Вердер и Панатинайкос. Ну и уже в следующем туре миланцы могут решить
вопрос выхода в следующий круг в свою пользу. Что касается Удинезе, то не без проблем, но команда из Удины все-таки сумела одержать верх в Москве над Спартаком благодаря ошибкам, опять-таки, московской обороны, благодаря очень точным и умелым действиям футболиста под номером 27 Фабио Квальяреллы, который организовал оба мяча в ворота Стиве Плетикосы. Точнее, организовал-то он, наверное, первый мяч, когда реализовал возможность, предоставленную ему партнерами, ну, а также за снос Пепе, собственно, штрафной Родригесом, наказал московских спартаковцев, реализовав 11-метровый штрафной удар. Балотелли! Нет, это Патрик Виейра был. Оказался он на месте центрального нападающего и, недолго думая, с левой зарядил поворотом Самира Хандановича, едва не попав в ворота. А Балотелли предпочел не мешаться под ногами у более опытного партнера. Здорово все сделал Патрик Виейра. Принял мяч на грудь и, не давая ему опуститься на газон, с левой пробил поворотом Хандановича. Окажись чуть-чуть поточнее француз, и тогда возникли бы довольно серьезные трудности у Удинезе. Ну а так, будем считать, что повезло гостям в этой непростой для них ситуации. В игре против Анортс не слишком здорово в защите Интера сыграл Николас Бурдисо. Сделал он несколько серьезных ошибок, и, видимо, именно этим вызвано то, что в центре обороны Интера появился Иван Кордоба не так давно. Он забил в ворота одного из аутсайдеров, даже одного единственного аутсайдера серии А. Риджин пока замыкает таблицу чемпионата Италии, после 10 туров имея на своем счету всего лишь 5 очков. Так вот, Интер в матче предыдущего тура против этой, прямо скажем, не самой сильной команды едва-едва унес ноги также на последних минутах, выиграв со счетом 3-2, и автором решающего гола и стал таки как раз Иван Кордоба. Отдал предпочтение Бурдисо в игре Лиги чемпионов Жозе Моуриньо, и, как видим, не угадал и вернулся Кордоба в состав. А перед началом этой встречи, буквально за несколько дней, Жулио Сезар дал большое интервью одному из телевизионных каналов Италии, и буду я знакомить вас с выдержками из этой беседы с итальянскими журналистами, с голкипером Интера. Ну, в частности, впервые случилось и с Жулио Сезаром и Жозе Моуриньо такое, что в двух подряд встречах их команда пропустила 5 мячей. И, как заявил Жулио Сезар, ну что же, такое случается в футболе. Главное, что против Реджины мы все-таки взяли 3 очка. Что касается игры против кипрского чемпиона, день был просто очень неудачный для всей команды. И я хочу сказать, что, оглядываясь назад, результат можно признать для Интера неплохим. Вот такое, может быть, несколько сенсационное и уж очень откровенное заявление сделал Жулио Сезар. Когда еще итальянский чемпион и один из лидеров серии А на протяжении последних многих десятков лет считает для себя достижением взятие одного единственного очка в матче против команды с Кипра, страны, которой никогда не хватало ни на клубном, ни на уровне сборных звезд с неба, и вообще впервые пробилась в Лигу чемпионов. Но иногда, оказывается, бывает и такое. Справедливости ради надо признать, что ни Массимо Моратти, ни Жозе Моуриньо не считают успехом ничью против Анортасиса, а Жозе Моуриньо вовсе сказал, что его команда в этой встрече забила аж 7 мячей. Один не засчитанный. Так, 3 мяча, которые арбитр засчитал, а также 3 мяча в собственные ворота. Вот так иногда бывает, разнятся мнения тренера и голкипера. Но, как видим, столь даже резкие заявления в прессе, тем не менее, не помешали Жозе Моуриньо выпустить бразильца и на встречу против Удинезе. Интер в атаке. На правом фланге Майкон своими действиями пытается смутить защитников Удинезе, и получается. Передача в центр. Ибрагимович, ну, слишком высоко он забросил мяч в направлении Балотелли. По-прежнему мяч у черно-синих. Полупрострел, полуудар в направлении Златана. И едва не овладел боснийц мячом.
Точнее, швед, конечно, но боснийского происхождения. Блестяще Кварежма! Вырезал мяч на партнера. Партнером оказался Марио Балотелли. Едва-едва не нанес темнокожий нападающий молодежной сборной Италии удар по воротам Самира Хандановича головой. Но как здорово сыграл Рикардо Кварежма. Такое сочинил, что не каждому под силу даже выдумать, а уж он еще и исполнил. Очень здорово. Постепенно вырисовалось довольно ощутимое преимущество хозяев. Вот Майкон. Двужильный защитник Интера. Про него, кстати, Жулио Сезар все в том же интервью, когда его спросили, в чем же секрет этого футболиста, заявил, что в плане физики, то есть физического состояния, Майкон просто зверь. И ему очень нравится. Он никогда не пропускает игры из-за каких-либо болезней. Ему очень нравится так действовать. Считаю, что Майкон одно из самых сильных звеньев нашей команды, так заявил Жулио Сезар. Но вот за это могут футболисты Удинезе получить и желтую карточку. Уже достаточно давно прозвучал свисток Эмидио Марганти. Свисток, который зафиксировал очередное положение вне игры у гостей. Но такое ощущение, что арбитры излишне перестраховываются. Уже не первый раз нам показывают, что взметается флаг на бровке у одного из помощников Марганти. И тем не менее... А пока еще ни разу свисток арбитра не промолчал. Напротив, арбитр все время фиксирует офсайд у футболистов в черно-белой форме. Ассистирует Эмидио Марганти сегодня арбитры по фамилиям Копелли и Станьоли, а четвертым резервным рефери является судья Мацалей. Кварежма на левом фланге. Будет навес. Нет. И мяч уходит за пределы поля. Угловой. Рикардо Кварежма — одно из, пожалуй, наиболее сильнейших приобретений Интера перед началом этого сезона. Или что показывают нам режиссеры? А похоже, что мяч-то у португальца срезался и от ворот. Будут водить его футболисты Удинезе. Вот в чем дело. Чем недовольны были гости. Посчитали они, что защитнику Интера мяч попал в руку, и свисток должен был прозвучать не фиксирующий офсайд, которого к тому же похоже, что еще и не было, а должен был быть назначен штрафной в сторону ворот хозяев. Но с того повтора, который нам давали, очень сложно различить, было ли на самом деле касание мяча рукой или же другой частью тела защитник Интера прервал полет мяча при исполнении этой передачи. Вейра рвался к мячу, но его остановили, и уже Удинезе начинает свою атаку. Начинает не слишком удачно, но ошибся Балотелли. И есть шанс у гостей. Передача направо. Пепе. Против него Максвелл. Нет, не ушел от Максвелла Пепе, но зарабатывает угловой для своей команды. В отсутствие Гаэтано Д'Агостино в стартовом составе против Спартака именно Симоне Пепе вышел с капитанской повязкой. Но когда капитан вернулся в состав, естественно, именно он продолжил капитанить, исполнять свои основные функции. Ибрагимович, собственно, штрафной, выбивает мяч повыше. Нельзя сказать, что подальше. И за боковой футболисты Удинезе вводят его в игру. Перед началом этой встречи серия Интера без пропущенных мячей на домашнем стадионе Джузеппе Меацца составляла 214 минут. Последним ворота Интера в Милане поразил игрок Болоньи Морос. Это случилось 4 октября. Правда, особого проку Болоньи от этого гола не было. Интер выиграл со счетом 2-1. Но, может быть, у футболистов Удинезе получится поразить ворота Жулио Сезара. Как видим на примере киприотов, заколдованными эти ворота назвать никоим образом нельзя. Но то Лига чемпионов, а то внутренний чемпионат. Возможно, здесь действуют какие-то свои футбольные законы, по которым Удинезе, равно как и многие другие команды, с большим трудом забивает Интеру. Об этом может говорить хотя бы число пропущенных миланцами мячей. 7. Это лучший результат в серии А в текущем сезоне. Такое же количество мячей побывало в воротах Ювентуса и Милана. И эти команды являются лидерами по числу
пропущенных голов. А Удинезе зато является лучшей командой чемпионата Италии текущего сезона по числу забитых мячей в ворот соперника. Ибрагимович. 19, напомню, подопечных Паскуале Марино. Направо. Кварежма оказывается на правом фланге атаки своей команды. Такой свободный художник, португалец. Пытался уйти от защитника, но Лукович вцепился буквально в Кварежму. Но, тем не менее, исхитрился португалец и сделал нацеленную передачу на Ибрагимовича. Камбьяса. Вновь Ибрагимович. Камбьяса. Прострел на Балотелли. Плетут свои кружева миланцы. Майкон. Пас в центр поля и никого. Не поняли друг друга Майкон и Кварежма. Но не стали откатываться назад. Подопечные Жозе Мауриньо прям тут же организовали некое подобие прессинга. И очень быстренько мяч отобрали. Камбьяса. Передача налево. Максвелл. Ибрагимович на Вейра. Нет, не успевает француз к мячу. А то помним мы, что на первых минутах он очень здорово пробил по воротам Хандановича, но однако же не попал. Жозе Мауриньо, один из самых одиозных тренеров последнего десятилетия, ну, что подкупает, во всяком случае, журналистов в личности этого наставника. То, что он всегда говорит то, что думает, и особенно не расшаркивается перед журналистами, не пытается оставить ссор внутри избы, а напротив, довольно часто выбрасывает его за дверь. Многим это может не нравиться, но раз Мауриньо дает результат, с этим нельзя не согласиться. Возможно, только в Челси у него не получилось, но не получилось, учитывая уровень притязаний лондонского клуба. Серию А-то именно при Мауриньо выиграли футболисты Челси после более чем 50-летнего перерыва. Квалярелло. Вальтер Самуэль помешал ему нанести удар против Жулио Сезара. Абсолютно спокоен бразильский голкипер. Кстати, по числу проведенных в нынешнем чемпионате минут именно Жулио Сезар является лидером в составе Интера. Удар по воротам Сезара не опасно. Так вот, 10 туров позади. Жулио Сезар провел в этих 10 матчах все до единой встречи от звонка до звонка, но итальянские статистики столь дотошны, что считают все абсолютно минуты, которые арбитры прибавляли и к первому, и ко второму таймам. И у Жулио Сезара по этому показателю набралось после 10 матчей, если считать из 90 минут, то должно получиться 900, а вот у Жулио Сезара получилось аж 951 минута, проведенная в 10 матчах в составе Интера. На втором месте Ибрагимович 936, у Майкона 904, у Хавьера Дзанетти 903. И следующий за ними Кристиан Киу лишь 623 минуты провел в составе Интера в 10 матчах серии А в нынешнем сезоне. Вот такая любопытная статистика. Ибрагимович чуть-чуть до него не долетает мяч, посланный Марио Балотелли. Но защитники хоть и с трудом все-таки справляются. Несмотря на то, что команда находится на соседних строчках в турнирной таблице. Ой, едва не ошибается Кордоба. Сбрасывает мяч Жулио Сезару, но не слишком сильно. И тот не успевает войти в штрафную площадь, где вратарь смог бы сыграть руками. И приходится Сезару выходить за пределы площадки, штрафной площадки, и выбивать мяч подальше от своих ворот. Штрафной удар. Вот он, пас Балотелли в направлении Ибрагимовича. Лишь в последний момент игроки Удинезе разрядили обстановку у собственных ворот. Помимо того, что Интер на своем стадионе уже достаточно давно не пропускает,
Дома Интер непобедим на протяжении 25 последних встреч. Последнее поражение датировано 22 марта 2008 года. С тех пор на родном стадионе черно-синие сыграли 25 матчей, выиграли 21 и в 4 свели встречу к ничьей. Так что у Удинезе есть шанс прервать эту уже довольно-таки впечатляющую беспроигрышную серию хозяев. Вновь что-то пытаются доказать подопечные Паскуале Марино и главный тренер Удинезе во главе арбитра этой встречи Эмилио Марганти. Считаю, что было нарушение правил со стороны хозяев, а тут уже Ибрагимович недоволен. Что, по мнению шведа, сыграл защитник рукой. В борьбе с Самуэлем получил повреждение футболист Удинезе, но все обошлось. Никак не могут наладить, футболисты Удинезе действия в атаке. Мяч у них попросту не держится. Кварежма сам будет бить. Удар. Ханданович на месте. И Ибрагимович выговаривает партнеру: что ж ты, Рикардо, передач-то мне не сделал, я находился вон в такой выгодной позиции. Но и у Кварежмы тоже позиция была неплохая, прямо напротив ворот. И, в общем, недалеко было. Наверное, даже меньше 20 метров, поэтому вполне он имел право на такой удар. Но только Ибрагимович считал, что у него позиция еще лучше по сравнению с партнерской. Да и защитников там поблизости от Златана нет. Нарушение правил. Камбьясо бьется в центре поля сразу тремя футболистами гостей. Борьбу эту проигрывает. И вперед идут футболисты Удинезе. Хорошая передача. Квалярелла. Едва не ошибаются защитники Интера. Немного опрометчиво пошел им на помощь Жюлио Сезар. Но разобрались. Кордоба мяч вынес, причем достаточно точно на футболистов в черно-синей форме. Однако же хозяева мяч потеряли. Пепе по правому флангу. Увяз. Ничего не мог. Не смог поделать с Максвеллом. Камбьясо. Пепе считает, что мяч ушел за пределы поля от ноги защитника Интера. Но нет. Похоже, что был рикошет от самого Пепе, поэтому его претензии абсолютно не обоснованы. Вейра ошибается и может получить опасную контратаку. Но если был не слишком расторопен и даже не самый быстрый футболист, коим является Патрик Вейра, сумел довольно быстро нагнать 15-го номера Удинезе, мяч у него отобрать и начать атаку своей команды угловой. Довольно оперативно футболисты Интера доставили мяч к лицевой линии ворот Удинезе. Но не прошла передача в направлении, по-моему, это Майкон и был. Подача. Выносит мяч гости. Недалеко и ненадолго. Кварежма входит в штрафную площадь, сам будет бить. Да, не стал делиться мячом с партнерами, хотя можно было. Ждали от него передачи и Блателли, и Камбьясо. Пепе вновь недоволен. Максвелл идет вперед. Пас-центр. Вейра. Нет никого на подхвате у Интера.
Д'Агостино. А давать-то и некому. Подумал капитан Удинезе. Смотрите, как выкрутился. А вот ударить можно было и получше. Вроде бы казалось неудобно отдавать передачу ему на партнера. Но здорово сыграл капитан Удинезе. И два зебры не получили выход 1 на 1 с Жулио Сезаром, но решил партнер Д'Агостино сыграть в одно касание. Не получилось. Квалярелло бил поворотом. Мяч отскочил в направлении Д'Агостино. Квалярелло вновь. Пепе. Дальний пас в направлении Квалярелло. И Фабио мяч получает, обрабатывает. Передача на Пепе. Врывался футболист гостей в штрафную площадь Интера, но передача на него не прошла. Квалярелло в положении вне игры, причем достаточно очевидным, но автор двух мячей у ворот Стип Плетикосы нанес удар по воротам Жулио Сезара, однако же попросил прощения у арбитра, и арбитр внял мольбам нападающего команды из Удине, пожалел его в этой ситуации, хотя тоже можно было назначить желтую карточку. Но офсайд, как вы сами видели на повторе, был действительно довольно-таки большим. Примерно 1,5 метра, может быть и больше даже, находился Фабио Квалярелло ближе к лицевой линии поля, нежели все защитники Интера. Поэтому спорить там было явно не о чем. Еще раз нам показывают, как здорово сыграл Д'Агостино, но партнер не сумел нанести удар из достаточно выгодной ситуации. Квалярелло. Несколько раз был обыгран Майкон, но тем не менее продолжение эта атака не получила. Майкон набирает скорость. Вейра. И Майкон, обратите внимание, не возвращается в защиту, а идет помогать атаке. Остался он на правом фланге. Может оттуда подать, да и сам войти в штрафную площадь. 13-й номер тоже в состоянии, но мяч на противоположном фланге. Максвелл, Кварежма. Пас поперек поля. Вейра. Вновь Максвелл. Уходит от Пепе. Не, ну стоит, конечно, такую команду, как Удинезе, обыграть крайне сложно. Даже учитывая, что в составе Интера футболисты собраны все-таки, наверное, чуть более мастеровитые. И желтая карточка. Кому? Пепе или Камбьясо? Симоне Пепе получает горчишник от Эмилио Марганти. Видимо, за то, что попытался сыграть рукой и потом попробовал скрыть это от арбитра и от соперника. Марио Балотелли у мяча. Вот любопытно. Совсем еще молод этот форвард. Появился в основе Интера
в прошлом сезоне. Сразу достаточно громко заявил о себе. Сейчас навешивает немного не точно. Атака Интера продолжается. И тем не менее уже завоевал право столь грозной команде, как миланский Интер, выполнять многие стандарты. Камбьяса едва-едва не успевает к передаче с правого фланга. Здорово было разыграно. И если бы мяч крутился в противоположную сторону, то лег бы точно на ногу Эстебану. А так получилось, что ушел он за пределы поля. Так вот, Марио Балотелли, 18 лет от роду. Только-только ему исполнилось 18 в августе текущего сезона. А как видим, не только довольно успешно вписался в состав чемпиона Италии. В этом сезоне 8-ю игру он проводит за Интер в серии А. Нет, прошу прощения, 3-ю только пишут. Но как бы то ни было, все чаще и чаще видим мы этого высокорослого нападающего в основе чемпионов Италии. И все более уверенно он себя чувствует наряду с более опытными партнерами. А то, что дают ему выполнять стандартные положения, это, конечно, большой плюс для этого молодого форварда. И говорит о том, что свое доверие, которое ему оказали наставники, он начинает оправдывать. А ведь судьба у этого темнокожего нападающего отнюдь не самая простая. А совсем недавно Марио Балотелли раскрыл подробности собственной биографии. Дело в том, что родился этот нападающий, тогда еще будущий нападающий Интера, в Палермо. Родители его были иммигранты из Ганы. Но в 2-летнем возрасте его усыновила итальянская семья по фамилии Балотелли. А настоящая фамилия этого футболиста Барво. Томас и Роуз Барво звали его родителей. Но с тех пор, как его усыновили итальянцы, о его фактических родителях не было слышно практически ничего. И они о нем вспомнили лишь когда футболист стал относительно знаменит. И теперь сам Балотелли заявляет, что мои настоящие родители якобы вынуждены были бросить меня из-за того, что были очень бедны. Но я считаю, что это ложь, ведь никто и ничто не вынуждало их оставлять меня в больнице. Барво никогда мной не интересовались и не пытались меня вернуть. Меня приютила семья Балотелли, за что я ей очень благодарен. Так что видим, что к приемным родителям иной раз люди бывают намного более нежны по сравнению с родителями биологическими. В общем, не будем делать здесь никаких выводов. Пусть каждый выводы делает для себя сам. Однако же факт имеет место быть. И он заслуживает уважения, так как является мнением человека, который заставил себя уважать и грозит и обещает вырасти одного из ведущих футболистов сборной Италии уже в самом ближайшем будущем. Ибрагимович бьет поворотом, но прежде прозвучал уже свисток арбитра. Хватается Златан за лицо. Считал, что правила он не нарушал в этом эпизоде. Смотрим. Сложно понять, подталкивал ли он здесь Андреа Коду или нет. Сам Златан ничего криминального за собой, естественно, не заметил. Но в любом случае мяч после его удара ушел далеко в небеса и в створ не попал ни при каком раскладе. Удинезе против Интера не проигрывал уже на протяжении 2 лет. Последняя победа Интера датирована 22 марта 2006 года в Кубке Италии. Черно-синие были сильнее бело-черных, или зебр, как уже иначе называют Удинезе, со счетом 1-0. Ну а последняя победа Нерадзурри над Удинезе в серии А датирована 26 февраля того же 2006 года, 3-1. Ну а последние 5 матчей между этими командами, 4 в чемпионате, 1 в Кубке, завершились в ничью. Так что, если верить статистике, ничейный исход этого матча наиболее вероятен. Что, полагаю, устроило бы извечного соперника Интера Милан, который в этом туре играет против Лечче в гостях. Но, согласитесь, Лечче — это отнюдь не Удинезе, даже учитывая, что
В этом сезоне Лечич пока не является аутсайдером. После 10 матчей на счету этой команды 11 очков, и она делит 13-14 строчку с Торино. Очередной свисток арбитра. Не так часто футболисты нарушают правила. В общем, и бьют поворотом друг друга тоже. Не особенно часто. Всего лишь по два удара нанесли соперники в сторону ворот друг друга. Но сейчас будет, безусловно, желтая карточка. Показана Гаэтану Д'Агостино. Никаких сомнений. Уж слишком явно капитан Удинезе удерживал соперника. Итак, вторая желтая карточка в этом матче. Первая предъявлена Симоне Пепе. Вторая Гаэтану Д'Агостино, вице-капитану и капитану Удинезе. Конечно, было здесь нарушение, причем нарушение из разряда неспортивного. Максвелл пытается за счет нетрадиционной, нестандартной, можно сказать, передачи как-то ввести защитников Удинезе в заблуждение, но те пока действуют достаточно четко. Атака гостей. Передача в центр на Кваляреллу. Тут уже готов был мяч обработать. Не получилось. Точнее, не получилось мячу до него долететь. А вот этот удар Антонио Флореса оказался достаточно сложным для обработки уже Жулио Сезаром. Но бразилец с ним все-таки справился, ибо на добивании не было ровным счетом никого, кроме одного единственного защитника хозяев. Вейра. Ибрагимович. Исла против него. Вновь Вейра. Камбьяса. Занетти что-то совсем не заметил на этой встрече. Пока он больше в подыгрыше действует. Кварежма тоже на первых минутах действовал достаточно активно. Потом сник. Может быть, сейчас что-то получится у португальца. Не получается. Массимо Моратти. И вновь нарушение правил. Марио Балотелли оказался на газоне. А вот это может быть опасно. Фол был вроде бы не столь грубым, но похоже, что подвернулась нога у Балотелли. И вполне возможно, что в этой ситуации существовал риск получения травмы, но вроде бы все обошлось. О чем-то договариваются между собой Балотелли и Ибрагимович. Кто будет бить, как будет исполнять удар и что лучше придумать для взятия ворот Удинезе. Пожалуй, наиболее реальная возможность со стандарта поразить ворота гостей. Балотелли бьет! Не то чтобы совсем бесхитростно, но все-таки недостаточно сильно для того, чтобы ввести в заблуждение Самира Хандановича. В отличие от эпизода у ворот Жулио Сезара, здесь на добивании был Камбьяса, отнюдь не защитник гостей. Так что отскочи мяч от Хандановича чуть дальше и не миновать беды. Вдвоем справляются с Д'Агостино футболисты Интера и атака хозяев. Кварежма слегка передерживает мяч, по-моему, португалец. Можно было в нескольких ситуациях расставаться с ним пораньше. Он надеется на собственную технику, которая, безусловно, блестящая у этого футболиста. Но иногда нужно делиться мячом и с партнерами. Его партнеры тоже, дай бог, каждому. У Рикардо Кварежмы. Максвелл. Передача в направлении Ибрагимовича. Балотелли работает на подборе. Пока очень хорош Камбьяса. В центре поля разрушает буквально в зародыше все атаки Удинезе. Да и сам к атакам Интера подключается довольно-таки продуктивно. Но, правда, в завершающей стадии пока у хозяев мало что получается. Впрочем, про Удинезе говорить и вовсе не приходится. В атаке эту команду мы видели считанное число раз. Не хватает точности передачи Вейра. Аплодирует. Это не Вейра, даже было Майкон. Аплодирует партнеру Ибрагимович. Окажись, чуть-чуть тот
поточнее. Мог выйти на ударную позицию 8-й номер, но нам показывает сейчас, что было положение вне игры. И если бы эта передача дошла до адресата, то вполне вероятно, что арбитр бы поднял флажок. Приближается к концу первая половина встречи между Интером и Удинезе. По-прежнему 0-0. Если же говорить о ходе первой половины встречи, то можно назвать преимущество хозяев даже подавляющим. Шансов у Удинезе не было практически никаких. Но и в защите, впрочем, гости также действовали очень-очень уверенно. Фактически только передача Рикардо Кварежмы на самых первых минутах внесла какой-то сумбур в действия футболистов обороны гостей. А так все остальные наскоки хозяев довольно уверенно прерывали защитники и полузащитники Удинезе. Кварежма сам бьет. Не могло получиться опасно. Едва в собственные ворота не срезал мяч Маурицио Домици. В вынесенном матче 11-го тура между Ромой и Болоньей буквально на последних минутах защитники Ромы вколотили мяч в красивом броске в собственные ворота. Было временем очень обидно, ибо игра завершилась со счетом 1-1. На протяжении всей встречи Рома лидировала, и вот так неожиданно оказалась развязка для той встречи. А у нас же неожиданно завершается первый тайм, а не дает Эмидио Марганти Интеру исполнить угловой. Звучит свисток арбитра, и после первой половины встречи ничья 0-0. Вторая половина матча между Интером и Удинезе начинается при счете 0-0, и вынужден действовать Жозе Муриньо. Вводит он в бой Хулио Рикардо Круса, выступающего под номером 9, того самого футболиста, который в нынешнем сезоне уже спасал команду черно-синих. И меняет, соответственно, Рикардо Кварежму. 77-й номер не оправдал ожиданий португальского наставника. Начал встречу достаточно активно, но потом не то чтобы сник, но стал слегка передерживать мяч, не слишком делиться им с партнерами. И в результате после первых 45 минут игры был заменен. В принципе, первая половина встречи проходила при довольно большом преимуществе хозяев. Но дело не то, что до решающего, вообще до удара не доходило. И первая же минута, буквально на 28-й секунде, футболисты Удинезе получают просто великолепнейшую возможность для того, чтобы открыть счет в матче, если бы не Жулио Сезар. Похоже, во втором тайме нас ждет куда более интересная игра по сравнению с первым матчем. Флора Флорес обошел одного защитника. Этим защитником оказался Майкон. И из-под ноги, по-моему, это Вальтер Самуэль был. Пробил точно в створ ворот Жулио Сезара. Блестяще себя вновь показал бразилец в броске. Мяч парировал. И потом защитники подоспели, вынесли его подальше из штрафной. Ну что ж, начинается вторая половина встречи достаточно активно. Но, в общем, и первый тайм тоже мы помним. В первые 5-6 минут был тоже довольно интересным, и Интер в атаке показывал много любопытного, в особенности этим отличался Кварежма, но потом атаки хозяев как-то потеряли ту стройность, которая была им присуща на первых минутах. Ну, в общем, не ставили неразрешимых задач футболисты Интера перед игроками Удинезе, и в результате команде Паскуале Марина не составило труда свести первую половину встречи к нулевой ничьей. И тут такая возможность. Едва-едва не отличился Флора Флорес, но не получилось. Смотрим еще раз. Блестяще просто действовал 83-й номер Удинезе. Это Иван Кордоба пытался его помешать, но мяч проскочил у него между ног. И быть бы беде, если бы не Жулио Сезар. Млукович.
сместился далеко вперед с левого фланга защиты, дошел до центра нападения практически, но дальше идти не рискнул, предпочел отпасовать партнеру. Партнеры тоже ничего особенного не придумали. Ибрагимович успевают вернуться назад игроки Удинезе. И поперечная передача на Камбиасо. Тот еще дальше на левый фланг. Занетти. Свистят трибуны Джузеппе Меацца. Явно недовольны зрители тем, что видят в начале второго тайма. В первой половине встречи их любимцы хотя бы владели преимуществом. И уже в самом начале второго тайма могли пропустить. Много мы говорили о беспроигрышных сериях Интера. Но надо отметить, что и Удинезе последние 12 матчей не проигрывает. Последнее поражение команда Паскуале Марина потерпела 2 октября в рамках Кубка УЕФА от Дортмундской Боруссии в матче первого круга. Причем проиграли зебры дома на стадио Фриули со счетом 0-2. Но учитывая, что в Дортмунде счет был точно таким же, правда, в пользу итальянской команды, пришлось играть дополнительное время, потом пробивать еще серию пенальти, и в серии 11-метровых ударов удача была уже на стороне Удинезе. А так играть бы Спартаку не против Удины, не против команды из Удины, а против Боруссии из Дортмунда. Но серия пенальти на домашнем стадионе все-таки сыграла за Удинезе, хотя и уступили дортмундцам зебры со счетом 0-2 дома. А потом 11 матчей, ни одного поражения, 8 побед, 3 ничьи. Последнее и пока единственное поражение в первенстве Италии Удинезе нанес Ювентус в матче второго тура. Между собой наставники команд Жозе Муриньо и Паскуале Марина не встречались еще. Хорошая возможность была выйти на ударную позицию у Круса, но мяч пошел немножечко не туда, куда бежал 9-й номер Интера. Кстати, пошли разговоры о том, что этот нападающий может быть отдан в аренду Болонье. Команда, которую возглавил Сениша Михайлович, намерен усилить команду. Помимо Круса еще также Оливье Дакуром, который в этом сезоне всего 15 минут провел за Интер, однажды появившись на замену. Ну и сам аргентинский форвард уже попросил, имею в виду Хулио Круса, что он бы хотел, попросил Массимо Моратти и заявил о том, что он бы хотел быть отданным в аренду Болонье. Считает, что там у него будет больше шансов проявить себя и приобрести игровую практику. Контракт же аргентинца с Интером заканчивается после окончания сезона 2008-2009 годов, и он станет свободным агентом. Ну, посмотрим. Видим, что Жозе Муриньо пока не горит желанием расставаться с 9-м номером своей команды. Видим, не поняли друг друга Крус и Ибрагимович. Златан давал передачу на свободное место, тогда как Крус бежал строго за защитником и в результате врезался ему в спину. Угловой. В штрафной здорово играет Самуэль. Но далеко выбить мяч защитники не сумели. Флорес. Кордоба. Вновь Флорес с мячом. Навес. Удар! Там еще звучит свисток арбитра, сигнализирующий о том, что кто-то из нападающих Удина, клуба из Удина, нарушал правила. А, нет, просто вне игры было. Хотя атака получилась на заглядение. Нет, а здесь как раз арбитры офсайд не зафиксировали. Не очень понятно, что же был штрафной. Похоже, что действительно судья усмотрел какое-то нарушение правил со стороны нападающего. Но в любом случае мяч прошел выше ворот. Однако же нельзя не отметить, что Удинезе начинает вторую половину встречи намного более активно по сравнению с хозяевами. Уже 2 реальных момента для взятия ворот Джулио Сезаро было у гостей, тогда как Интер продолжает действовать в спокойной, размеренной такой манере, которая явно на руку гостям. Мало того, что Паскуале Марина со своими командами у Интера еще не выигрывал. Катани в сезоне 2006-2007 годов уступил обе встречи 2-5 и 1-2 соответственно. Удинезе в прошлом году оба матча свел в ничью 0-0 и 1-1. Но, тем не менее, ноябрь
является для наставника Удинезе самым успешным месяцем в его тренерской карьере. За 28 матчей, которые команды Марина провели в ноябре, они добились 16 побед, 9 раз сыграли в ничью и лишь 3 игры проиграли. Если считать по трехочковой системе, когда за победу дается 3 очка, то более 2 очков в среднем набирает Паскуале Марина в ноябре месяце. Так что здесь статистика против хозяев. Хороший пас Балотелли в направлении Патрика Вейера, но нет, это все-таки был Майкон, а вот это уже Марио Балотелли. Но не успел на эту передачу Майкон, и уже вынуждены интеристы защищаться. Точнее, не защищаться, а просто отбирать мяч. Недоволен Паскуале Марина, ибо без борьбы фактически отдали мяч его подопечные хозяевам. Камбьясо. Круз сбрасывает на Ибрагимовича. И защитники оказались там более расторопны. Фабио Квалярелло остался без поддержки. Круз. Балотелли. Ибрагимович один. Идет по левому флангу, входит в штрафную площадь. Обыгрывает защитника. И сам не понимает Златан, как же мяч ушел из-под его контроля. Несколько обманных движений сделал шведский форвард и обманул в результате самого себя. Передача в направлении Кваляреллы, но там того не оказалось. Жулио Сезар. Вейера играет в одно касание. Ибрагимович дальше на левый фланг. Там Максвелл. Много, мне кажется, разговаривает Златан с арбитрами. Учитывая его талант, можно было и играть, наверное, чуть побольше. А здесь надо давать желтую карточку. Но Вейера вырывается из объятий 88-го номера Гахана Энлера и делает передачу на партнера. Отложенного предупреждения вряд ли мы увидим в этой ситуации. Конечно, турок фалил, причем фалил неоднократно на Патрике Вейера. Но атака продолжилась, и Эмилио Марганти свисток решил не давать. Перед началом матча Энлер заявлял, что игра с Интером будет настоящей проверкой на прочность для Удинезе. Пока можно сказать, что Удинезе эту проверку выдерживает. Майкон. Подача. Рикошет. И едва мяч не влетает в сетку ворот Удинезе, но прозвучал там уже свисток. По-моему, это Марио Балотелли атаковал Самира Хандановича. Причем атаковал с нарушением правил. Да так, что голкипер получил повреждение. Балотелли пытался пробить по мячу головой. Высоко выпрыгнул. И угодил то ли в ухо, то ли в лицо Хандановичу. В результате тот и мяч выронил, к которому коршуну устремился Ибрагимович. И, похоже, получил такое повреждение. Жозе Муриньо. Все в порядке с Хандановичем. Будет он вводить мяч в игру из своей вратарской площадки. Да, пока все в порядке. Можно согласиться с Маурицио Домице. А это Марко Матерацци. С безучастным видом сидит на скамеечке запасных. В атаке же Удинезе после 2 моментов в начале второго тайма по-прежнему ничего не получается. Заметные изменения внес в состав по сравнению с матчем против Анортеса. Мауриньо. На скамейке остались и Станкович, и Мансини, и Матерацци, и Бурдисо. Но появившиеся вместо них футболисты тоже пока результат не приносят. Как с киприотами сыграли в ничью,
миланцы, так и против Удинезе пока 0-0. Балотелли оказывается на газоне после столкновения с Антонио Флоресом. И начинает возмущаться уже Жулио Сезар. Может не возмущаться, просто подбадривать партнеров. Если хотят победить хозяева, то надо прибавлять хотя бы в движении. Ибрагимович успеет или нет? Успевает и бьет поворотом Хандановича. Блестяще действует голкипер Удинезе. Тут же к мячу поспевает Марио Балотелли. Но его удар даже не отражает, а блокирует Самир Ханданович с помощью защитников. Вот это уже момент. Не блестяще действовал кипер Удинезе. Валерелло в одиночку пытается бороться с четверкой защитников Интера. И что интересно, иногда у него получается выйти на ударную позицию. А мы еще раз смотрим, как продавил Домици Златан Ибрагимович и нанес сильнейший удар в ближний угол ворот Хандановича. Но, правда, голкипер находился именно в этом углу. И, собственно, во вратаря пришелся удар. И тот мяч отразил. Балотелли. Крус. Ибрагимович. Бить не дают защитники Удинезе шведу, но тот, по-моему, сознательно пошел на фол и своего добился. Очень опасный штрафной. Примерно 18-19 метров до ворот Удинезе. Исполнителей в Интере хватает. Нарушение правил было, безусловно. Едва-едва не выцарапали Ибрагимович и Балотелли мяч. Показывает Эмилио Марганти, что пробивать нужно по свистку. Интересно, сумеет ли во втором матче, который обслуживает этот арбитр в текущем сезоне с участием Интера, подопечный Жозе Мауриньо забить таки мяч в ворот соперников. На этом же стадионе играли против Милана интеристы 28 сентября, но уступили со счетом 0-1. Крус попадает в стенку. Можно было и получше распорядиться мячом в данной ситуации, которая была достаточно благоприятной. Всего же при судействе Эмилио Марганти Интер провел 12 матчей, 9 из них выиграл. В одной команды разошлись миром. Самая первая встреча Марганти, которую он обслуживал с участием Интера в 2004 году против Пармы, 2-2 завершился тот матч, и дважды уступили игроки Интера. Про поражение от Милана мы уже говорили. Ну и предыдущая встреча с участием этого арбитра на Кубке Италии против Ромы также закончилась поражением миланцев со счетом 2-1. Если Удинезе выиграет, то можно будет говорить о том, что Эмилио Марганти несчастливый арбитр, для миланцев. И вот тогда третья встреча подряд при судействе этого рефери закончится поражением Интера. Балотелли. Навес! Никому. Но мяч подхватывают его партнеры. Максвелл. Играет в стенку с Камбьяса. И, собственно, на том комбинация и заканчивается. Майкон не успевает к этому мячу. Вынужден отбросить мяч назад защитники хозяев. Кордоба. Жулио Сезар действует как либеро уже достаточно давно. В современном футболе не играют с последним защитником команды. Но вот сейчас как раз-таки на позиции либеро находился Жулио Сезар. Вратарь черно-синих. Ибо всей командой Интер идет вперед.
Нарушение правил со стороны Кордобы. Пострадавшим оказался Флоро Флорес. И замена. Замена также в составе Интера. Марио Балотелли поле покидает. И вместо него появляется Виктор Софор Обинья. Еще один темнокожий форвард в составе Интера. Нигерийский нападающий чуть пониже по сравнению с Балотелли. Балотелли 190, у Обиньи 178, даже значительно пониже. За Интер в текущем сезоне уже успел провести 2 матча, в которых он выходил в стартовом составе. Трижды выходил на замену. И, собственно, 4-й раз он появляется в составе Интера в серии А на замену в текущем сезоне. 21 год он форварду. Нападающий олимпийской сборной Нигерии. Ибрагимович смещается вновь на левый фланг. Против него Дагостино. Очень цепко играют в обороне футболисты Удинезе. И фактически Интер не имеет особых шансов для взятия ворот Самира Хандановича. Самуэль. Ибрагимович. Нет, это Максвелл. А вот это уже Ибрагимович. Нет нарушения правил, считает арбитр. Все, атака застопорилась. Успел записать на свой счет 1 гол Виктор Нсофор Обинья. Может, рассчитывает на мастерство этого нападающего Жозе Мауриньо, понимая, что что-то надо менять. В результате поменял уже Кварежму и Балотелли. Вера уходит от защитника и падает. Да, штрафной удар. Стали нарушать правила почаще игроки Удинезе. Не справляются они с превосходящими их технически игроками Интера. Но вот штрафные редко становятся опасными. Инлер даже не вступил в борьбу, предоставив это дело Луковичу. А тот нарушил правила, поняв, что Вера от него уходит. Ну что, Балотелли исполнял штрафные в Интере в первом тайме. Получит ли подобное право Обинья? Камбьясо у мяча. Бьет поворотом. Ханданович, повторный удар. Ну, вот уже что-то похожее, пока не на штурм, но на относительно опасный момент. Самир Ханданович по-прежнему не пробиваем. В принципе, тут можно было еще и положение вне игры свистнуть. Типа сразу 3 футболиста в черно-синих футболках находились в пределах поля. Но были не только перед всеми защитниками, но еще и перед голкипером. Вновь звучит свисток Марганти. Камбьясо быстро разыгрывает мяч за Занетти. Максвелл. Вот интересно получается, скорости команда демонстрирует только на первых минутах каждого из таймов. В первом тайме минут 5-6 атаковал Интер. Во второй половине встречи после перерыва мы что-то подобное видели в исполнении Удинезе. А потом начинается такая тягучая позиционная игра. Обинья активен. Возможно, все дело в том, что команды играли на неделе в Лиге чемпионов и Кубке УЕФА соответственно. И, по идее, должно сказаться небольшое преимущество Интера, ибо матч-то против Анортеса состоялся пораньше, чем игра Спартак-Удинезе. Ну, похоже, что так оно и есть. Что там размахивают руками игроки Интера? Считают они, что было касание мяча рукой. Ну, похоже, что да, кстати.
Падал защитник. И Ибрагимович, который попытался нанести удар из-под игрока, попал в руку падающему футболисту Удинезе. Флора Флорес. Нельзя сказать, что сильно изменилась статистика по сравнению с первым таймом, по сравнению даже с началом матча. По 3 удара нанесли команды по воротам соперника. У меня такое ощущение, что все-таки чего-то там не досчитывают. Вот сейчас уже точнее. По 5 ударов на поворотам соперника нанесли обе команды. Дважды попали в створ. Для Интера, по-моему, все-таки маловато. При розыгрыше последнего штрафного там сразу 2 удара в створ можно было насчитать, когда Камбьяса и Ибрагимович попадали по воротам Хандановича, но как бы то ни было не принципиально. Фалят чаще футболисты Удинезе. 8 раз против 3 у игроков Интера. Интер чаще подает угловые. Трижды уже и лишь 1 корнер исполнили зебры. И преимущество по владению мячом небольшое у хозяев. 51 против 49% игрового времени. В офсайд также... А офсайд, кстати, наоборот. В офсайд чаще попадают игроки Удинезе. Мы помним, что в первом тайме раз за разом боковой арбитр поднимал свой флажок, когда далеко не всегда было очевидное положение вне игры у футболистов гостей. Максвелл мягко набрасывает в направлении Камбьясо. Тот к мячу не успевает. Вейра. Майкон точнее. И нет удара по воротам. Мяч до Камбьяса не доходит, а кроме него там никого и нет. Возмущается Майкон. Считает, что его сбили. Квалерелло с мячом. Теперь уже эпизод заигран. Д'Агостино выпутывается не из самой простой ситуации, но и только. Быстрой атаки уже не получится. Паскуале Марина пока не прибегает к заменам. Можно, наверное, в этой ситуации было дать по совокупности штрафной удар на Майконе. Ибо там 3 футболистов Удинезе он пытался обойти. 2 дали ему по ногам, но бразильец устоял. А вот 3 завалил такие защитника Интера. Но свисток арбитра промолчал. Абини с мячом. И Абини без мяча. Домица заблокировал его удар. Но хотя бы углового 21-летний нигерийский форвард для своей команды добиться. И 3-я замена в составе Интера. Патрик Вейра покидает поле. Вместо него появляется Деян Станкович. 5-й номер. Использует все возможности для усиления игры Жозе Мауриньо, но пока его команда вряд ли радует наставника. Тем временем в параллельных встречах 11-го тура во всех остальных матчах счет уже открыт. Игра Интер-Удинезе единственная, в которой мы пока забитых голов не увидели. В игре Катания-Калери счет 1-1. Вот Антонио Флора Флорес доигрался. Ну, доигрался не от арбитра, а тренер посчитал, что достаточно для 83-го номера команды и замена в составе Удинезе. Так вот, Кьево проигрывает дома в Вероне Ювентусу со счетом 0-2.
кто вышел вместо Флора Флореса. Сейчас разберемся. Ювентус выигрывает на выезде у Киева со счетом 2-0. И в случае, если Старая Синьора выигрывает, то у нее становится 21 очко. Ровно столько же перед началом этой встречи было у Интера и Удинезе. Фиорентина пока сильнее Аталанты. Флорентийцы ведут также со счетом 2-0. У Фиорентины было 17 очков, соответственно, виртуально становится пока 20. Дженуа Реджина 1-0. Лацио Сиена 1-0. И вот этот результат, пожалуй, наиболее интересен для поклонников Удинезе и Интера, ибо Лациале, в случае, если доведут матч до победы, а игра Интер-Удинезе закончится в ничью, сравняются сразу три команды. Удинезе, Интер и Лацио. На счету этих команд будет по 22 очка. Круз пытается убежать. Набирает скорость. Но нет, не справляется. Там Лукович бежит на перерез. И кому фол показывают арбитры? Похоже, что Круз зарабатывает мало того, что нарушение правил, так еще и желтую карточку. Пока еще не доигрался. Нужно, наверное, отойти подальше от арбитра. Ну, толкнул, конечно. Что тут спорить с судьями? Безусловно, было нарушение правил. Поэтому нужно поскорее отдать мяч сопернику, чтобы время не шло. И никоим образом не возмущаться. Безусловно, нарушение правил было со стороны 9-го номера Интера. И разговаривать тут не о чем. Но, тем не менее, разговоры последовали. И, соответственно, последовала и желтая карточка. Наполи. Еще одна команда, которая находится в верхней части таблицы, выигрывает у Сампдории со счетом 1-0. Ну а встреча Лечче-Милан начнется уже после того, как этот матч завершится. Так вот, если Лацио и Наполи выигрывают, а этот матч заканчивается в ничью, тогда неаполитанцы обходят и Удинезе, и Интер. Сейчас у Наполи 20 очков. В случае, если неаполитанцы добиваются победы, у них становится 23. Удинезе и Интер к своим 21 очку могут пока, во всяком случае, добавить только по единичке по 22. И у Лацио в случае победы над Сиеной также становится 22 очка. Если еще и Милан ухитрится в гостях уступить Лечче, то тогда будет совсем весело. Тогда у очень большого количества клубов, у 4 будет по 22 очка. И неаполитанцы вырвутся на чистую первую строчку в таблице. Ибрагимович. Передача дальше налево. Нет, скорости явно не хватает футболистам Интера. Успевают накрывать игроки Удинезе и нападающих, и подключающихся к атакам защитников хозяев. И особых проблем, причем игроки в бело-черной форме не испытывают. Камбьяс фалит. Джохан Лер оказался на газоне. Волнуется Паскуале Марино. Он пока еще ни одного из футболистов стартового состава не поменял. Но если Удинезе приехал в Милан играть на ничью, то тогда пока эта тактика срабатывает. Но, впрочем, мы помним, что в начале второго тайма было сразу несколько хороших моментов. Два, во всяком случае, я помню четко. У Удинезе, когда гости могли открыть счет. Занетти. А давать-то и некому. Ибрагимович. Играет Занетти. Ханданович выскакивает из ворот и мяч забирает. Свистят трибуны. Явно не по душе им то, что происходит на газоне стадио Джузеппе Меацца, или Сан-Сиро, как чаще называют этот стадион.
Но ничего поделать с подопечными Паскуаля Марина команда Жозе Мауриньо пока не может. Дальний удар! Гаэтано Д'Агостино решился нанести удар метров с 25 по воротам Жулио Сезара. Бразилец по-прежнему на чеку. Кстати, в уже анонсированном мною интервью одной телевизионной итальянской программе, который дал незадолго до начала этой встречи голкипер Интера Жулио Сезар, когда его спросили, не сложно ли вам играть, когда защитники меняются достаточно часто, и как вы себя ощущаете, когда линия обороны не имеет четких очертаний. На что Жулио Сезар ответил опять достаточно откровенно: просто не может быть никаких проблем, потому что все из наших футболистов чемпионы, и проблемы возникают исключительно у тренера. Когда все футболисты могут играть, никто не травмирован и не дисквалифицирован, перед Мауриньо встает серьезная проблема выбора. Что же касается наиболее запоминающегося момента в его карьере, журналист сказал, что, возможно, одним из лучших сейвов в вашей вратарской карьере был удар Алекса из Фенербахче, когда вы сумели его парировать. На что Жулио Сезар ответил: да, тот удар я тоже прекрасно помню, мне самому он очень нравится, но все-таки наибольшие сложности после штрафного удара мне доставил все-таки Фернандо Торрес, играя за Ливерпуль. Именно тот сейв я считаю лучшим для себя. Но несмотря на то, что Алекс и Фернандо Торрес доставили Жулио Сезару такое большое количество проблем, все-таки лучшим исполнителем штрафных ударов в мире он считает Алессандро Дель Пьеро, и, как мне кажется, по праву, что капитан Ювентуса в очередной раз доказал в игре против мадридского Реала. Очередной удар по воротам Жулио Сезара. Такое ощущение, что чаще гости уже бьют по воротам Интера. Давайте сверимся со статистикой. Статистика говорит нам о том, что да, 7 ударов, из них 3 в створ нанесли футболисты Удинезе, и 6-2. Это же статистика ударов у игроков Интера. Похуже. У хозяев осмелили подопечные Марино, стали чаще идти вперед. Так, глядишь, и победы добьется команда из Удине. Никому, как не футболистам и поклонникам и тренерскому штабу московского «Спартака», об этом лучше других известно. Ну, впрочем, делаем скидку здесь еще на то, что защита москвичей играла отнюдь не безупречно во встрече в Лужниках, тогда как футболисты Интера, в свою очередь, словно беря пример у соперника, в обороне практически не ошибаются. Самуэль. Его страховал Кордоба. Майкон с мячом. Меняется счет и в параллельных встречах 11-го тура чемпионата Италии. Фиорентина Аталанта уже 2-1. Дженоа 3-0 ведет на своем поле против Реджины. И лишь только в матче Интер-Удинезе на табло по-прежнему унылые нули. Наполи-Сампдория 2-0. Неаполитанцы впереди. Так что вполне возможно, что бывшая команда Диего Армандо Марадоны станет одним из лидеров, а то и вовсе единоличным, если Милану вступит легче. Занетти. Дальше налево. Максвелл. Максвелл действует левым полузащитником, полуфорвардом. Практически не отходит назад, но пока его созидательные действия особой пользы команде не приносят. Нарушение правил со стороны Ивана Кордобы и желтая карточка футболисту Интера. Вроде бы встреча проходит достаточно корректно.
И нарушений не так много. Но желтый карточек уже 5-ю мы видим в этой встрече. Нельзя сказать, что мало предупреждений выписывает футболистам Эмидио Марганти. Алексис Алехандро Санчес появился в составе Удинезе, заменив Антонио Флора Флореса. Футболист, играющий под 11 номером. Действующий на позиции нападающего, но что-то его тоже особенно незаметно. Как и большинство игроков Удинезе, за исключением, пожалуй, Фабио Квальяреллы, до капитана Гайтано Д'Агостино. Ну, еще, конечно, Самира Хандановича, который на линии ворот творит натуральные чудеса. Хотя в игру вступает тоже не так уж и часто. Ферранетти прорывался по правому флангу, боролся с оказавшимся на левой бровке защиты своей команды Виктором Софором Абиньей. Ну, можно сказать, что эта дуэль закончилась в пользу нигерийца. Круз. Ибрагимович сбрасывает на аргентинца. Немного не успевает Круз к этому мячу, но атака Интера продолжается. Абинья. Вновь мяч у нигерийца. Максвелл. Камбьяса, здорово! Распугал разве что птиц в окрестностях стадиона Джузеппе Меаццо Деян Станкович. Его удар явно не получился. Вторая похожая ситуация. Первую мы видели где-то в середине первого тайма. Но оба раза футболист, который наносил удар, посылал мяч сильно в сторону и много выше по сравнению с каркасом ворот. Кордоба нарушает правила против Квальяреллы. И мяч уходит за пределы поля от игроков Удинезе. Ну и завершая разговор об интервью Жолио Сезара, когда его спросили, нужно ли Интеру что-нибудь доказывать в игре против Удинезе, голкипер сказал, что он так не считает. Нам ничего абсолютно не нужно доказывать. Нам нужно просто выйти и сыграть свою игру. Сейчас все начали сравнивать, во всяком случае, в самом начале сезона, Манчини и Жозе Мауриньо. В особенности, когда дела у команды пошли не слишком здорово. Но все, что от нас требуется, это выходить на поле и показывать трибунам и всем остальным все, что мы умеем, и следовать четко тренерской установке. Пока можно сказать, что установку футболисты Интера выполнить не могут. Думаю, что Жозе Мауриньо никоим образом не настраивал свою команду на нулевую ничью, но взломать многоэшелонированную и очень четко действующую оборону Удинезе пока футболистам Интера не удается. А времени остается все меньше и меньше. Вот уже лишь 4 минуты остается до окончания основного времени второго тайма. Счет по-прежнему 0-0. Очередная желтая карточка. Да нет, если Круз получит предупреждение... это Хавьер Дзанетти, прошу прощения. Вот если бы Круз получил предупреждение, то этот горчишник стал бы вторым для нападающего Интера. Но пожалел в том числе и Дзанетти, главный арбитр этой встречи. Деян Станкович убегал на ударную позицию, но воспользовался преимуществом роста и возможностью играть руками. Хамир Санданович очень легко перевел ситуацию в свою пользу. Даже как-то играючи, показав, что Удинезе может добиваться результата против Интера, в данном случае ничейного результата, в том числе и с показной легкостью.
Камбьяса, Ибрагимович. Раз за разом швед получает мячи от своих партнеров. Но ни в завершающей стадии атаки, ни в подыгрыше ничего сверхъестественного не демонстрирует. Хотя вот открывается достаточно грамотно по сравнению с остальными футболистами линии атаки Интера. Удар! Хавьер Дзанетти метров с 23-25 решился низом пробить по воротам Сандановича и застал таки того врасплох. Штанга сыграла за гостей. Когда казалось, что дело тихо, мирно катится к достаточно унылой нулевой ничьей, Дзанетти из-за пределов штрафной площади. Мяч стелился по траве. Ханданович уже не мог отразить этот удар капитана Интера, но каркас ворот пришел на помощь голкиперу. Энлер против Ибрагимовича и нарушение правил со стороны 8-го номера хозяев. Ну что же, под занавес матча порадовали футболисты, точнее, один единственный футболист. И удар-то получился хороший. Траектория уходящая была от вратаря. Плюс ко всему был закрыт Ханданович футболистами своей и чужой команд. И на этот удар среагировал не молниеносно. Пепе покидает поле. Вместо него появляется 23-й номер Мотта. Марко Мотта. Защитник, принимавший участие на Олимпийских играх в Пекине за сборную команду Италии. Правда, всего лишь в одной встрече появился Мотта в составе, но, тем не менее, на Олимпиаде сыграл. И это означает, что согласны удинцы на ничью. Паскуале Марина выпускает вместо одного из самых остро атакующих футболистов своей команды Симоне Пепе защитника Марко Мотту. Тем самым как бы заявляя, что очко в этой игре его полностью устроит. Интер же продолжает идти вперед. Дженоа Реджина тем временем 4-0. Генуэзцы словно показывают чемпиону, как нужно расправляться с аутсайдерами. Но, правда, не стоит забывать, что когда Интер выиграл со счетом 3-2 у Реджины, встреча проходила на поле последней. Лацио Сиена 2-0. Наполи Сампдория по-прежнему 2-0. Торино Палермо, это субботний матч, завершился со счетом 1-0. Фиорентина Аталанта еще 2-1. Катания Калери. Сицилийцы вышли вперед 2-1. И Ювентус по-прежнему выигрывает у Кьево 2-0. Отличились Дель Пьеро и Якинто. Три минуты добавляет Эмидио Марганти. И последний шанс у Интера. Удинезе уже об атаке не помышляет. Абинья обыгрывает защитников, входит в штрафную площадь. Можно было скинуть. Разводят руками Станкович и Дзанетти, показывая, что мы-то были открыты. Ну, похоже, что в надежде на то, что Ибрагимович откликнется на этот прострел, и выполнял его Абинья. Угловой удар! И вносит таки мяч в ворота футболиста Интера. 90 с лишним минут. Отзащищались, не допустив фактически ни единой ошибки игроки Удинезе. И Хулио Круз, а кто еще, приносит, похоже, победу миланскому клубу, провоцируя Жозе Мауриньо на вот такую прогулку вдоль собственной скамеечки запасных. Поистине палочка-выручалочка для Интера в этом сезоне Хулио Круз, да не только в этом. И понятен интерес к этому форварду со стороны Синиша Михайловича. Сразу три футболиста хозяев замыкали этот навес. И первым у мяча оказался Хулио Круз. Ну что же, 1-0. И у Удинезе практически не остается времени на то, чтобы отыграться. Успокаивает трибуны Жозе Мауриньо. Понимает он, как важна эта победа для его клуба. И таким образом Интер виртуально выходит на первую строчку в турнирной таблице. И Милану для того, чтобы догнать своих извечных соперников,
нужно выигрывать в Лечче. Ничья оставит на первой строке турнирной таблицы Интер. Если, конечно, Удинезе сейчас не забьет. Крус уже забивал Удинезе в матчах 2004 года, которые закончились 1-2 и 3-1 соответственно. А также в игре 2006 года. Вот там в матче, в котором Интер оказался сильнее своего сегодняшнего соперника со счетом 3-1, Крус дважды поразил ворот соперника, а также отличился Винченцо Аквинта, который тогда еще играл не в Ювентусе. И финальный свисток звучит. Эмилио Морганти дает его сразу же, как только закончились 3 дополнительные минуты. И свисток этот возвещает о том, что Хулио Крус приносит победу Интеру и возносит эту таблицу как минимум до окончания матча между Лечче и Миланом на первую строчку в турнирной таблице. Вот так, не мытьем, так катаньем, но все-таки додавили упорнейшего соперника миланцы и добились такой важной для себя 7-й победы в сезоне. Ну что ж, мы поздравляем Интер. Вместе с поклонниками Удинезе сочувствуем этой очень-очень симпатичной команде. И заканчиваем нашу трансляцию. Вместе с вами эту встречу смотрел Александр Гришин. Всего вам доброго и счастливо.